В селе Гульбар Араванского района Ошской области при пожаре сгорели мечеть, торговый павильон и тандырная. Возгорание произошло сегодня утром. В огне погибли 36-летняя женщина, 10-летний мальчик. Их тела спасатели передали родственникам. По предварительной версии экспертов, произошло самовозгорание. В тандырной взорвался газовый баллон. Проводится проверка. Всего за минувшие сутки по Кыргызстану произошло 17 пожаров. А уже после обеда поступило сообщение о возгорании в жилом доме на пересечении улиц Ворошилова и Кирова в селе Новопавловка Сокулукского района. На место выехали 4 пожарных расчета. Пожар удалось локализовать почти в 2 часа дня. Пострадавших нет, сообщили в МЧС. Начальник воинской части города Майлусу Джалалабадской области, где военнослужащий пострадал от удара током в трансформаторной будке, снят с должности, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил. Дело находится на личном контроле у начальника Генштаба Раимберди Дүйшенбиева. Также добавили в пресс-службе к строгой дисциплинарной ответственности привлечены ряд должностных лиц. Ранее, напомним, сообщалось, что военнослужащий срочной службы зашел в трансформаторную будку, несмотря на предупреждающие знаки. Он получил ожоги и ему ампутировали правую руку. Материалы служебного расследования переданы в военную прокуратуру Джалалабадского гарнизона. Между тем, родные и близкие солдата, которого ударило током, намерены обратиться к президенту страны, премьер-министру и руководству Генерального штаба, чтобы они помогли им приобрести в Германии электрические ручные протезы. Об этом сообщила глава правозащитного центра Кылым-Шамы Азиза Абдирасулова. По ее словам, военнослужащий в данное время нуждается в квалифицированном лечении. Ему ампутировали одну руку, сегодня должны отнять вторую, а у семьи нет средств, чтобы купить даже простые протезы. Правительство Кыргызстана обжаловало решение Первомайского районного суда по иску бывшего зампреда Гостаможной службы Раимбека Матраимова. Как сообщает пресс-служба Кабмина, апелляционная жалоба в Бишкекский городской суд направлена еще 17 августа. Напомним, 25 июля Первомайский районный суд Бишкека удовлетворил иск Раимбека Матраимова о восстановлении в должности зампредседателя ГТС. Матраимов, известный в народе как Раим Миллион, был снят с должности 23 ноября 2017 года. Ему было выражено недоверие. В апреле этого года Матраимов обратился в суд с требованием признать незаконным его увольнение и восстановить в должности. Иск был удовлетворен 24 июля. Тогда суд объяснил свое решение тем, что отсутствовало служебное расследование и заключение дисциплинарной комиссии в отношении Раимбека Матраимова. Аукцион без победителя. Сегодня в Бишкеке прошел онлайн-аукцион на реализацию проекта «Безопасный город». Однако произошел сбой в системе, и электронная система не отобразила победителя. Как рассказал зампредседателя Госкомитета информационных технологий и связи Куанычбек Шаттемиров, на участие в аукционе заявки подавали 3 компании – ОСО «Мегалайн», ОАО «Кыргызтелеком» и ООО «Вега». Предложение первой компании составило 50 миллиардов сомов, что и вызвало подозрения. Заявки 2 других не отобразились. Торги прошли в течение 36 минут в 3 раунда. Итоги аукциона, отмечается, будут подведены после того, как специалисты выяснят причины сбоя. На это уйдет несколько дней. Победитель тендера, напомним, должен установить 110 комплексов видеонаблюдения, из которых 38 на перекрестках, 4 на скоростных рубежах Бишкеке, 48 на автодорогах Бишкек-Ош, Бишкек-Чалдавар, Бишкек-Нарын-Торугард, Бишкек-Аэропорт-Манас и Бишкек-Пограничный пункт Акджол, а также 20 передвижных комплексов. Стартовая сумма проекта составляет 2,5 миллиарда сомов. По условиям конкурса финансирование проекта полностью берет на себя победитель. Правительство готово платить исполнителю проекта 240 сомов за каждый оплаченный нарушителем штраф. Сумма может снизиться в зависимости от итогов аукциона. Президент Сооронбай Жээнбеков с государственным визитом прибыл в город Ашхабад. В международном аэропорту главу государства встретил вице-премьер-министр, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Отметим, что в рамках визита Сооронбай Жээнбеков встретится с президентом Туркменистана Курбангулы Бердымухамедовым. Ожидается подписание ряда документов, в числе которых декларация о стратегическом партнерстве между Кыргызской республикой и Туркменистаном. А сегодня вечером президент вылетит в Туркменбаши для участия в саммите Международного фонда спасения Арала.
Официальная церемония встречи Сооронбая Жээнбекова и Гурбангулы Бердымухамедова состоялась на площади независимости Туркменистана. На флагштоках были подняты государственные флаги двух стран. Выстроена рота почетного караула. Главы государств совершили обход, поприветствовали официальных лиц кыргызской и туркменской стороны, а также глав дипломатических миссий. Состоялся осмотр прохода торжественного марша войск Туркменистана, после чего главы двух государств направились во дворец президента Туркменистана имени Огузхана для проведения встречи в узком формате. После переговоров в узком и расширенном составе глав двух государств Сооронбай Жээнбеков и Гурбангулы Бердымухамедов сделали совместное заявление для представителей средств массовой информации. Сооронбай Жээнбеков отметил, что по итогам сегодняшних встреч подписан большой пакет важных двухсторонних документов. Всего подписано 11 документов, в том числе соглашение между правительствами о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве, об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход, о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также соглашение об установлении побратимых отношений между городами Бишкек и Ашхабад. В свою очередь, туркменский лидер отметил, что важное место в ходе переговоров было отведено вопросам укрепления регионального взаимодействия, в том числе в решении водно-энергетических проблем в Центральной Азии. По этому вопросу достигнута договоренность всемерно содействовать достижению регионального консенсуса на основе равноправия, взаимного уважения и учета интересов партнеров. Государства будут способствовать созданию транспортных магистралей по линии Восток-Запад с выходом на рынки европейских стран, Ближнего и Среднего Востока. Хочу особенно отметить и поблагодарить за теплый прием гостеприимства, который мы ощущали с первых минут пребывания на туркменской земле. Вы нас очень тепло, хорошо приняли. И мы всегда придавали и придаем большое значение нашим двусторонним отношениям. Мы всегда хотим наращивать и укреплять наше взаимовыгодное двустороннее сотрудничество. Вы правильно заметили и сказали и в узком формате, и в расширенном, что наши народы имеют общие ценности, схожие языки, имеют общие исторические, культурные, духовные корни. И я согласен с вами, и мы должны, чтобы между нашими братскими народами всегда было тесное и плодотворное сотрудничество. И сегодняшний визит с большой такой делегацией, с кыргызской делегацией, еще раз подтверждает, что Кыргызстан готов к взаимовыгодному сотрудничеству с Туркменистаном. Ваш визит играет для нас очень большое значение, как и историческое, как и этапное для наших стран и народов. И поэтому я хотел бы отметить, что вообще за последние годы наше сотрудничество, оно имеет такой конструктивный и, я бы сказал, поступательный характер, и который сегодня уже на современном этапе складывается из наших политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных вопросов. И нам остается только активизировать наши деятельности, работы и контакты, что, конечно, нам позволит и оперативно решать все наши актуальные вопросы в вопросах сотрудничества. Объекты в селе Бахтудулюнуту и этногородке Кырчын Исыкульского района готовы к проведению третьих всемирных игр кочевников. Как сообщает в Госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, на ипподроме завершаются работы по установке дополнительного освещения перед трибунами. Расширена стартовая часть площадки для спортсменов и делегаций. Проведена нумерация 10 009 сидений на трибунах. Проводится профилактика механизмов турникетов для прохода посетителей. Ведется косметический ремонт помещений паркинга. В этногородке Кырчын закончено строительство сцены Хан-Ордо на 95%. Установка деревянных этновозов
ворот. Прокладывается система водоснабжения. Для электроснабжения установлено 80 из 100 столбов. А в эти выходные в Исыкульском регионе намерены провести масштабный субботник. Планируется очистить от мусора территорию от села Сарагамыш до Семеновки, включая ущелье Крычин. Из общей протяженности территории Исыкульского района, а это 168 километров, планируется очистить более 100 километров. Экологическая акция, которая пройдет под эгидой полномочного представительства правительства в Исыкульской области, организована Акимятом Исыкульского района и общественным фондом «Экадеми». Приглашаем всех принять участие в преддверии третьих Всемирных игр кочевников. Необходимо провести субботник. Мы нуждаемся в вашей помощи и ждем желающих, подчеркнул аким Исыкульского района Данир Иманалиев. Пока ожидается участие порядка 1000 человек. Сбор запланирован на 25 августа в 9 утра в Чолпанате, возле здания администрации Исыкульского района. Борец греко-римского стиля Узур Джусупеков принес в копилку страны 5-ю бронзовую медаль на азиатских играх в Индонезии. Схватку за 3-е место кыргызстанец провел против узбекистанца Джахонгира Турдиева. Он одержал победу со счетом 2-0. Также обладателем бронзовой награды стал тяжелоатлет Иззат Артыков. Теперь в копилке кыргызстанской сборной 9 медалей, 4 серебряных и 5 бронзовых. В медальном зачете команда пока на 19-м месте.